16-й раз принимает гостеприимная Чувашия участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». По традиции праздник начинается с театрализованного шествия по главным улицам Чебоксар. Впереди всех фольклорный ансамбль «Уяв» под руководством заслуженного работника культуры России Зинаиды Козловой. Более 20 лет он является образцом среди сотен коллективов этого жанра. На «Родники России» 2008 года собрались песенные и танцевальные ансамбли, солисты из 34 регионов страны – Бельгии, Армении и Белоруссии. Помните, что владеть сердцем народным вы сможете только если не будете чуждаться языка народного. Служить великому русскому Отечеству можно, не забывая родного языка, говорил в своем завещании Иван Яковлев. В год юбилея патриарха и просветителя Чувашии его слова звучат как призыв ко всем участникам фестиваля, как обновленный девиз в эпоху глобализации и урбанизма. Из города Великий Устюг, что на Вологодчине, приехали участники этого замечательного ансамбля. А мы поем и пляшем наши старинные русские народные песни, которые пели наши бабушки, прабабушки, прадедушки. Песни, которым 100 лет, 200, 300, а может и 400. А кто поет? Ребята мои поют! Работа с национально-культурными объединениями в Самарской области является примером для многих других регионов. Эти юные артисты приехали из села Резябкино. Мы поем чувашские песни, там народные, национальные, которые свои там, которые сами придумывали, есть. И заплетает рифмы в кружева. Великий праздник удали и веселья, большая ярмарка творчества на фестивале «Родники России». Чем больше друзей, приезжающих в Чувашию, тем богаче народ Чувашии. Да или нет? В принципе, все мы рождаемся на этот свет, все мы приходим в эту жизнь, в сущности для того, чтобы кому-нибудь доставить радость. Ici, c'est plus percussion. В Бельгии у нас есть цирковая школа, где мы соединяем элементы цирковой деятельности и также мы играем на ударных инструментах. La République Chouvachi, c'est un public incroyable, phénoménal. Les gens, ils sont... Участники этого народного хора занимаются в Центре национальной культуры Старошайговского района Мордовии. В репертуаре хора, конечно же, наши обряды, песни наших предков глубокой старины.
Хору в 2007 году исполнилось 50 лет. 6 лет назад вместе с родниками России впервые провели всероссийский конкурс мастеров народного промысла «Русь мастеровая». С самого первого праздника на это великолепное зрелище в Чувашию золотые руки собираются с разных уголков страны. Мастерам декоративно-прикладного искусства для творческого общения и развития необходимы такие встречи. Они дают новое дыхание и плодотворные идеи. Работая рядом с главной концертной площадкой, мастера знакомятся с народными исполнителями, вдохновляются музыкальными ощущениями праздника. Ведь любое произведение народного искусства – это своеобразное воплощение музыки в материале. Лариса Новицкая из Брянска преподает рукоделие для детей и занимается изготовлением кукол в русской народной традиции. Мне больше всего нравится мне наряжать ее уже. Когда начинаешь наряжать, вот эти наши панёлки, сарафаны, она тебе улыбается и становится живой. Андрей Кошкин родом из поселка Бурнара, что в Чувашии. Со своими товарищами вырезает скамейку со скульптурной композицией, посвященную Году добрых дел. Год добрых дел, мастер добрых дел. Вот мы хотели мастера изобразить таким стариком. Он достаточно, скажем, пожилой человек, он многое знает, многое умеет. Особенность конкурса в том, что работы для него мастера готовят в течение 2 дней на глазах у зрителей. А в конце праздника жюри подводит итоги, выявляет победителя. Гран-при вручает президент Чувашии. Лауреатом 6-го всесоюзного конкурса стала Марина Назаркина из подмосковного поселка Радужная. Она владеет вышивкой золотыми нитями в старинном православном стиле. Калмыцкий ансамбль называется «Джиргал». В переводе это означает «счастье». Александр Басанов руководит им более 20 лет. Деды, отцы, прадеды были казаками. Помните, в 812 году, когда в Париж заходили калмыки на верблюдах, это было ноу-хау. Артисты танцевального коллектива из Армении исполняют этнографические танцы. Ансамблем «Мика» руководит Манвел Рафаэлян. Очень понравилось вот этот город. Во-первых, чистота. Я побил по всей Европе, я такой чистота нигде не видел. Такой душевные люди нигде не видел. Артисты из нижегородского поселка Бутурлино – работники культуры. Приехать в Чебоксары собираются и в следующем году. Нам понравилось все. От того, как нас встретили, как организован праздник, какие здесь люди, какие здесь праздники проводят. Вообще, от президента в восторге вот, от вашей республики. Поэтому мы желаем Чувашии, чтобы она процветала, чтобы она пособирала столько же много народов, столько коллективов, чтобы талант проявлялся, российский талант народов Поволжья. Здесь всегда, во всем, на любом празднике. Реки, моря, океаны, леса и поля.